как однажды случайно услышал этот вопрос, всегда весело и радостно вспоминая об этом. «Где горы? Где горы? Где горы?» — вопрошала девочка лет 7, очаровательная и нарядная. Видно, она была приезжая. Дети окружали ее, но никто не ответил ей. Я шел мимо, услышав ее вопрос, посмотрел на горы. Горы были в тумане. Да, замечательная весна в городе. Такая дружная, такая цепкая и сильная. Буквально ожидаешь ее, ждешь ее. Потом встречаешь и ходишь в обнимку. Она спускается через высокие горы, которые окружают город с юга. Первым расцветает урюк, вторыми вишни, потом персики, затем яблони. У них такая замечательная очередь. Они мудро, терпеливо ждут друг друга. И начинается праздник. Столица по-киргизски Бор-Бор, в буквальном смысле переводится так: кипящая точка. Теперь, я думаю, будут должным образом поняты эти кадры. Фрунзе является центром административной, духовной и экономической жизни нашей республики. В нем живут люди свыше 80 национальностей. Этот простой факт говорит, что наш город является примером и символом великой дружбы народов. Да, коварство весны. Снег выпал ночью, когда деревья спали, и некоторые погибли. Но наш дуб жив. Этот вопрос незнакомой девочки навсегда поселился во мне. Мне иногда хотелось ответить на ее вопрос. Тогда пришлось бы мне рассказать ей о нашем городе.
Наш город прежде всего большой труженик. День и ночь трудится. Нам было радостно наблюдать, что на заводах, фабриках и повсюду на самых ответственных участках трудится серьезная, добрая, приветливая молодежь. Всегда легко и радостно рассказывать о том, что хорошо знаешь и любишь. Но каждый свой родной город любит по-своему. Этот аксакал – народный писатель Киргизии Тугельбай Сыдыкбеков. На этот раз он дает интервью как сторожил города. Когда 58 лет тому назад совсем молодым человеком первый раз приехал и поселился в городе, он был похож на большую деревню с единственной улицей. И здесь, где мы сейчас стоим, бродили овцы и коровы. А сейчас город бурлит, шумит, как веселый, красивый, молодой джигит. А я стал стариком. По жизни, говорит он. Хорошо сказал. Пишите, дети, пишите. Пришла осень. Пришла осень, говорит учительница. А мальчик, похоже, не слушает ее. Смотрит мол.
манас, анамысын қолдан алдырған, абаңдың алын бір манас. Көппен ұлы бақ мұрын, көкөтай малын айтады, аш бірімде ватаға, азапқа жұртты байлады. Қиын күн башына қырғыздың шору қайнады, көкөтайдың қызды қаш, бір күні келген. Город – это мы, его шум – наш шум, его забота – наша забота. Если город непрерывно строится, значит мы непрерывно строимся и растем тоже духовно. Наша совесть становится чище, а душа крепнет. И окружающие застройки с новым домом. Окружение здесь частные жилые дома, которые, в общем-то, не скоро будут снесены. И здесь очень важно было попасть в масштаб вот этой одноэтажной застройки. Здесь неплохо, в общем-то, по-моему, при той вот решении вот этих вот внутренних пространств, и неплохо было, по-моему, здесь, в общем-то, нормально найден масштаб внутреннего двора. Сок и свобода. Слушайте, пожалуйста, к южным воротам Морского базара, 32 Колесникова. Заказ понял, выполняю. Поехали. Ну что вам сказать? 17 лет работы на такси. Срок довольно большой. Перемены огромные. Как в самом городе, так и в людях. Каждый раз часы затишья. Вспоминаю. Вот тут стоял маленький домик. Тут росло большое дерево. А люди, кажется, все такими же, как и были. Только помолодевшими. Malizia in certi gesti tuoi, alla sera tra poco uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto te Пускайте машину надо, проедет телефон, кто свободен через второй день. Сотый свободен. Сотый, гостиница телефон, 32 Сильвестр слабый. Заказ на работу канал. Понял, выполняю. Где горы? Где горы? Где горы? Все еще слышу вопрос моей маленькой незнакомки. Горы в тумане, моя дорогая девочка. Когда-нибудь отвечу более подробно, коротко. А пока смотри этот скромный фильм, прими этот дуб и вспомни наш город и свой чудесный вопрос. Это наш город Фрунзе, столица Киргизской Советской Республики.
А центр города – этот молодой, прекрасный дуб. Ему 100 лет. Он ровесник нашего города. Замечательное дерево. Всегда излучает силу, красоту и покой. Наш город мне нравится всегда, но особенно весной, когда все зацветает, зеленеет, и на город смотришь совсем другими глазами. Спасибо. Пожалуйста, до свидания.